Спасибо 22-му году. Это не подведение итогов года, я просто анонсирую, как же феерично мы ворвемся в 23-й. Я теперь знаю, как это жить счастливой жизнью, жить на полную катушку. С уверенностью я нашла секрет успеха, жизнью на расслабоне и в изобилии. Ко мне льются деньги просто рекой. Что ж такого произошло? Да, спросите вы. Я осознала то, что люди осознают перед смертью. Или же в преклонном возрасте, в старческом. Потому что я точно знаю, что было в прошлом, я точно знаю, что будет в будущем, и я контролирую то, что происходит со мной сейчас. Я уже вам рассказывала в инстаграме о своем перевороте сознания, подписывайтесь, не пропускайте. Инстаграм у меня классный, я его веду каждый день, сторисы у меня веселые. Каждую секунду моей жизни вы в инстаграме вместе со мной. Если хотите узнать тот самый секрет, оставайтесь вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, держите со мной связь, потому что эту формулу, которую я узнала, я буду тестировать в повседневной своей жизни и показывать каждое свое действие, каждую свою мысль. Вот сколько раз вы слышали, кто с кем вы общаетесь, определяет ваш успех, определяет ваше будущее. Вот в вашем окружении друзей буду я. Чем чаще мы с вами общаемся, тем больше вы впитываете моих знаний, и у вас меняется мышление. На данный момент я изучаю людей. Не то, чтобы я с вами притворна, чтобы проникнуть в ваше сознание. Нет, как раз таки наоборот. Я искренне на все 200%. И знаете, это ощутимая разница. Люди такие существа, которые чувствуют, когда наиграно, когда от души. Если я злюсь, я это сразу начинаю гнев выпускать из себя этому человеку. Если я рада, я это проявляю. Если там чем-то недовольна, сразу это тоже говорю. Ну и вы теперь будете видеть только меня, а не роль, в котором люди находятся. Я из этой роли вообще убежала, я его вот с себя сняла и ушла нафиг. Я больше чем уверена, вы сейчас чувствуете через экран мою энергетику, насколько она прям... Пока вы чувствуете эту мою искреннюю любовь к вам, давайте посмотрим нарезки неизданного из Турции. А я там много чего интересного не показала. Люблю вас, давайте не болейте, всех с Новым годом! Добро пожаловать на мой канал. Мы приехали в самый большой маркет Бодрума, чтобы показать вам, что же продается в Турции. Погнали посмотрим вместе. Уже возле входа продаются вот велосипеды в маркете, как у нас Глобус. Он считается большим, самым. Не скажу, что очень дорого, не скажу, что очень дешево. Арбузы, фрукты вытащили. Все для рыбалочки у нас тут. Здесь продается одежда. Не привыкли, оказывается, когда снимают на камеру. Что происходит? Люди все смущены. Что? Паника. Фрукты и овощи упаковывают в пакетики так вот. Удобно, мне кажется, да? Все нарезанное. Очень красивый и на вкус вот прям нереально как-то очень вкусно. Не знаю, как они их выращивают. Техника. Здесь не пьют воду с-под крана, как у нас, так как у нас чистая горная вода. Здесь вот море. Море перерабатывают, вот выходит так. Книжки! Блин, на турецком. С грамматикой турецкого я не дружу. А это еще не все. Это... Ну, здесь вплоть даже до чемоданов, видите, продаются. Очень здесь любят кошек и собак. Их подкармливают на каждом шагу. Мне кажется, большая часть магазина – это их еда, одежда. Тапочки. В целом, да. О, косметика. Пойдемте посмотрим косметику. Посмотрим, как я выгляжу. О, какая красотка-то. Вот понимаю, вот так вот должен выглядеть стенд с косметикой. Только вот жалко, тестеров нету, как всегда. Очень маленький выбор. Смотрите, еще какого они качества. Кошмар, это как будто в Алиэкспресс купили. Просто у нас 2D, 3D, и они выглядят как настоящие. У турчанок в целом нет надобности клеить. Ресницы у них, они все волосатые. Ресницы у них тоже такие нормальные. Лаки до сих пор продаются. Масочки. Я в прошлом году говорила вам, что масочек здесь практически нету. Видите, в самом большом Мигросе вот небольшой выбор. И то вот сколько? 38 лир. Это 200 с чем-то сомов. Мне кажется, этим отделом никто не пользуется в Турции. В общественных транспортах очень. Почему они не пользуются? Вот большой выбор предлагается магазином Мигрос. Они запаковывают каждый товар, вот такие ячейки вам на заметку, чтобы никто не открывал. Нет, нету. Вот корейские бренды, про это можно забыть, у нас же корейских много выборов. Оливки продаются в канистрах. Оливки растут на каждом шагу. Но я слышала, что многие из них просто подделки. Далее, смотреть, что же вредного здесь предлагается. Ну вот, брауни, у них вкусные очень. Все это я перепробовала. Мне кажется, будет классная идея все это купить, знаете, и на камеру с вами попробовать. Как вы считаете? Классно. Пишите в комментариях. Что я в этом году подсела на каджу фусты, то есть кэши. Он здесь необычный, он
обжаренный какой-то. О май гад! Вот это тоже очень вкусно. Ты пробовала? Нет, примерно подозреваю, да. 70% шоколада какао в хрустящих вафлях. Кстати, фирма, оказывается, швейцарский шоколад. Недавно узнала, он продается здесь за 85 лир. Все возможные турецкие сладости практически делаются из джевиза, из вот такого ореха и, знаете, еще какого? Из вот этого. У нас-то кешью, у нас, знаешь... У нас очень же дорого. Да. Вот поэтому я здесь обжираюсь этим кешью. Родители спросят, что ты привезла нам? Я им скажу. Я привезла кешью. Подсела в какое-то время на Doritos. Он мне очень нравился. Американский блогер его рекламирует. Послевкусие у него такое кукурузное. Я тоже хочу кофе. Погнали кофе попьем. Тоже очень актуально ореховая паста. Главное смотреть состав. Ясак мы? Ребят, нам запретили снимать. Сказали, что это запрещено здесь в общественном месте. Разве общественное место запрещает съемку?